Рафаэль Хакимов. Легко ли быть татарином? Выпуск 43. Деревенская индустриализация. История татарских аулов. Эпиграф. Когда неприятель делает ошибку, не следует ему мешать. Это невежливо. Наполеон Бонапарт. Казанский университет почему-то очень ревностно относится к нашему институту. Вроде бы и масштабы разные, и репутацию не сравнить. Мы их деньги, на чем они помешаны, не перебивали. Ильшату Гафурову не понравилось даже мое место жительства в Боровом Матюшино. Спрашивается, где мне жить? И чем ему не угодили мои соседи? Пользуясь случаем, хочу напомнить, что среди них есть не только выпускники, но и большие поклонники Казанского университета. Например, Ментимир Шарипович постоянно меня поправляет. По части истории ты прав, но в остальном университет очень продвинут. Нам надо ими гордиться. Я, собственно, и критиковал только по вопросам татароведения, где дела абсолютно провальные. Несмотря на масштабы и большие ожидания, сотрудники Казанского университета по истории ничего фундаментального не написали. Более того, от них было мало авторов в истории татар. В книге нашей, многотомнике «История татар» имеется в виду. Большой вклад сделали профессоры Миркасым Усманов и Индус Таеров. Остальные просто предоставили статьи. Тем не менее, в КФУ, Казанский федеральный университет, твердили: мы главные историки, у нас Центр исторической науки, мы продолжатели школы востоковедения. Ну и пожалуйста, мне вообще не жалко. Только вот знаменитых востоковедов Казанской школы университетские ученые не читали. А зря. Их труды до сих пор актуальны. Когда мы занялись деревенской тематикой, в Казанском университете обрадовались. Институт Марджани опустился с общероссийских тем на муниципальный уровень, а мы занимаемся мировыми проблемами, учим студентов языку суахили. Очень хорошо. Может быть, теперь они отстанут от нас и дадут спокойно работать. Татары изводят друг друга. Это национальная черта. Что же натолкнуло нас на такой решительный разворот в сторону деревни? Описывая историю татар в XIX веке, в 6-м томе истории татар, мы так и не выяснили механизм появления капитализма в татарской среде. Обычная история капитализма начинается с городов и университетов. Урбанизация – одно из условий возникновения капитализма. Другое условие – подготовка кадров светского характера. И, конечно, к этому надо добавить наличие банков. Если с банками не было проблем, они в России уже существовали, то с урбанизацией татар можно говорить только в смысле их поселения в татарской слободе. В Казани имеется в виду. Но там они жили как в деревне. А с учебными заведениями и вовсе дело было швах. Многочисленные медресе учили молиться, вести схоластические споры, то есть учили болтовне, но не давали знаний, пригодных для жизни. Капитализм зародился в деревнях Арского района, причем в промышленных масштабах. Одна деревня Нижняя Ура завалила российские и азиатские рынки кумачом. Половину российского кумача производила одна единственная деревня. Как это могло произойти? В России, как и в Европе, существовали города, где средоточие капитала, были университеты и многочисленные училища, лицеи и другие учебные заведения. Наконец, государство поддерживало русских предпринимателей в их стремлении развивать промышленность.
А тут глухая необразованная деревня творит чудеса. Завозит хлопок из Азии, покупает европейские станки, торгует по городам и весям. Есть ряд особенностей татарской общины в отличие от русской. У татар не было крепостничества. Это очень важно, ведь крепостным незачем напряженно трудиться, поэтому они становятся безинициативными. Татары же из-за малоземелья часто занимались отходничеством, а также торговлей. Знание языка и культуры Средней Азии позволяло им проникать туда, где у русских купцов возникали трудности. Остаются загадкой их методы обучения. Поскольку медресе было схоластическим, бестолковым и весьма консервативным, то, надо полагать, навыки передавались из поколения в поколение через семейное воспитание. Постепенно окрепшие предприниматели начали открывать новометодные джадидские медресе, где в программу включали светские предметы, русский и даже французские языки, математику, географию, бухгалтерию и так далее. К началу 20 века джадидских медресе уже было под 95%. Изучением населенных пунктов мы занялись давно. Это была не системная работа, поскольку стояла более значимая для нас цель написания общей истории татар и Татарстана. Время от времени к нам обращались с просьбой помочь написать историю того или иного района. Первым таким опытом стала история Высокогорского района РТ. К нам обратился тогда еще малоизвестный широкой публике глава администрации этого района Рустам Нургалевич Миниханов. Приятно работать, когда чувствуешь не просто поддержку, а просьбу помочь, что автоматически предполагает финансирование. Голову не ломаешь, где раздобыть командировочные и деньги на издание. После этой первой ласточки были работы по другим районам – Балтасинскому, Арскому, Камско-Устинскому, Буинскому, Лаишевскому и другим. Изучать историю населенных пунктов – самое благодарное и самое интересное занятие. У татар нет такого понятия, как деревенщина, поскольку к селу у нас относятся уважительно. Оттуда вышли все выдающиеся люди. Меня постоянно приглашают в какую-нибудь страну на очередную конференцию. Еду в крайнем случае, когда связано с партнерскими отношениями. Но никогда не отказываюсь от поездки в район или даже простую деревню. Там наша история. Именно там рождается мысль. Меня всегда спрашивают: ты сам откуда? Иначе говоря, выясняют твои корни. Я с гордостью отвечаю: из Кулекхеме, от Нинского района. Собеседнику понятно, с кем он имеет дело. Маленькое отступление. Когда Азгат Сафаров ушел в отставку с поста министра внутренних дел РТ, то пошли самые разные разговоры, и его приготовились хоронить. Комментарии все были неутешительными, но я сразу встал на его защиту. Журналисты – народ въедливый. У них один вопрос: почему вы его защищаете, когда тут с дальним очевидные проблемы? У меня в качестве аргументов были отчеты Министерства статистика. Данные показывали положительную динамику в борьбе с преступностью. Все могут ошибаться, но общая динамика говорит об успешной работе, а на такой должности всегда будут враги, кто бы ни сел в кресло министра МВД. Журналисты не унимались. Почему все же вы его защищаете, когда кругом идет критика? Я опять ссылаюсь на статистику и динамику борьбы с преступностью. Журналистов это не устраивает.
Наконец я устал от однообразия их вопросов и сказал: мы с ним из одной деревни. Журналисты о борьбе с преступностью забыли и по интернету пошло гулять. Они из одной деревни. Такое объяснение прессу устроило. Я, в принципе, родился в Казани, но мои корни в Куле-Киме, а из нашей деревни плохие люди не выходили. Писать историю населенных пунктов Татарстана и татарских деревень России, где их более 3500, задача неподъемная. В нашем институте специализированный отдел состоит из 9 человек. Кое-кто из других отделов может подключиться к этой работе. В любом случае 10-15 человек не в состоянии при жизни даже просто объехать все населенные пункты. При этом на краеведов полагаться сложно. Многие из них любители. И как быть? Нужны новые технологии. В то же время в таком проекте есть один несомненный плюс. Неподъемная работа сплачивает коллектив и заставляет напряженно работать. Если не вошло с молоком матери, то с молоком коровы уже не войдет. Татарская пословица. Конец выпуска. Давамы бар. Продолжение следует.